надо убрать всякие рейтинги, надо, чтобы повысить качество образования, именно качество образования. В Советский Союз мы не вернемся, ясно как белый день. Но система образования разрушается в полном смысле этого слова. И мы это хорошо видим. Она перестала давать образование ребятам в массовой школе. Вот. Поэтому нужно, во-первых, очень правильно было сказано, содержание менять. И очень серьезным образом менять содержание учебников. Вот. Для этого нужно, чтобы не издательство отвечало и бабки, да, и бабки крутые получала, а и действительно Министерство образования, как в советское время было. И подключали действующих педагогов. Да, были рабочие комиссии, были учебные комиссии, рабочие комиссии, туда входили академики, членкоры, профессора, учителя талантливые, и разрабатывали учебник, который потом действительно в течение 5 лет и в эксперименте был, совершенствовался, а потом издавался и длительное время функционировал в системе образования. Был такой период. Значит, над содержанием нужно работать. А то депутаты предлагают, если ошибки в тетради, то давайте эти тетради изымать. А если ошибки в учебнике? Тогда давайте что, все учебники изымать. Да, были и много. Совершенно верно. Второй фактор – это, конечно, подготовка учителя. Я сижу на уроках, я вижу, что учитель, особенно молодой, держится пока на старых учителях. Молодые учителя предмет свой не знают. Не то, что методики не знают. Согласна. Предмет свой не знают. Фундаментальная наука отсутствует. Я заканчивала пединститут, да, у нас такой блок был серьезных предметов, что просто я восхищаюсь тем, какие системы знаний нам заложили. Вот, особенно в этом самом. В дарвинизме мы можем эту систему знаний на социум переносить, да? Вот, эволюционные все эти вещи. И изменить систему оплаты учителя. Пока будет... Да, сейчас скажу, совершенно верно. Пока это будет механизм, я директору нравлюсь, то у меня плюс, а если я не нравлюсь, то тебя завтра с работы уволят. Вот. Конечно, вот эти вот рейтинговые вещи нужно убрать, а в том числе и зарплата, потому что там она зависит от рейтинга. От мнения директора. Совершенно верно. И учительский рейтинг, и школьный рейтинг нужно убрать. Подготовка учителя обязательно нужна, серьезнейшая, с методикой преподавания, мы ее потеряли. Раньше в педвузах на каждый предмет была кафедра методики. Сейчас я не вижу, чтобы они были. Вот. Теперь, если говорить о родном языке, да, это в целом как бы для системы. А если говорить о родном языке, то, безусловно, не создав, мы что теряем? Очень правильно было сказано, мы литературный язык теряем. У нас количество языков, которые изучаются в школе, увеличилось, и очень даже хорошо увеличилось. А преподавание и чаще всего идет не на литературном языке, а с какими-то установками на использование бытового языка, диалектного языка, да? Вот. Что, безусловно, неправильно, потому что потеря литературного языка, качественного литературного языка приводит к тому, что мы не будем писателей хороших иметь и так далее и тому подобное, да, в культуре, в сфере культуры. И артистов в театрах и так далее. Это можно не распространяться. Вот. Поэтому уже на федеральном уровне пришло осознание, что необходимо повышение качества преподавания родных языков. Но мы никогда не добьемся качества преподавания родных языков, не создавая языковую среду. Татарстан и ряд других республик пытались создать в социуме, да, языковую среду, но понятно, что в современных условиях с доминированием русского языка, английского языка
создать эту качественную языковую среду не получается. У них прекрасная работа социологов. Посмотрите, я не буду распространяться на эту тему. Видно, что КПД от всех этих затрат невысокий. Вот. И я всегда говорю о том, что нужно вернуться к школе на родном языке обучения. И в 2020 году долго бились. В конечном итоге в 2020 году в 11-ю статью Федерального закона об образовании было внесено дополнение, что федеральный государственный образовательный стандарт должен создать условия для получения обучения на родном языке. Дальше там есть изучение, но вот это вот ключевые для нас слова. Вот. Теперь, если мы говорим об обучении на родном языке, это специфическая школа. Безусловно, это возврат к национальной школе, но ее мы не имеем права так называть по закону. Да? Школа с обучением на родном языке. Вот. Можно, конечно, еще в круглых скобках написать на родном нерусском языке. Иногда я это использую. Вот. Если мы создаем, я всегда говорю учителям, особенно вот уже в возрасте, я говорю, вспомните, как вы, и это учась в школе, как вам создавали русскую языковую среду. В быту тогда доминировал какой? Родной, да, бытовой родной язык. А в школе, чтобы сдать качественное, в общем, улучшить качество русского языка, на переменах заставляли говорить на русском языке друг с другом. Учителя друг с другом говорили на русском языке. Вернитесь к этой модели. Заставьте сами себя друг с другом говорить на родном языке. Ребят стимулируйте. Не, конечно, указкой или этой, как ее, линейкой, а тактично, в тактичной форме, но создавайте эту языковую среду. Тогда она вырабатывается же стереотип. Это и по Павлову известно. Вот. И этот стереотип потом будет аккуратно, если это будет стойко. Это не просто, это не за 2 щелчка делается, да? Вот. Но потом этот стереотип будет переноситься и на улицу. Это я вам могу точно сказать, потому что я защищалась по психовозрастной психофизиологии. Но этим нужно системно заниматься, разумно. Тогда мы действительно добьемся. Я хочу сказать, что не будет стопроцентного, понятно, но мы все-таки будем отслеживать тех ребят, которых от природы тянет. Есть такие ребята. От природы, они любят свой родной язык. Я видела это вот в этих турецко-казанских школах. Туда же жесткий отбор был ребят, да? И вот он сидит в углу, тут комиссия, не комиссия, его от этого учебника не оторвешь. Вот таких ребят нужно отлавливать, понимаете, создавать условия. Именно они будут носителями качественного языка, понимаете? И тогда что мы, вот выпуская таких ребят, дальше я говорю, кстати, башкиры услышали и кое-что сделали. Дальше я говорю, в вузе, вот сделайте так, чтобы в 11 классе эти ребята сдавали по выбору экзамен, по выбору, не всех гнать, а по выбору сдает там свой родной язык, да? Дальше если он приходит у меня на филфак, дайте ему дополнительно 10 или 15 баллов, да, и вот он свой родной язык тащит качественно, понимаете? Вот, не переходя там, они, к сожалению, в Башкирии сделали там и на математику, если он с башкирским идет на математику, то ему плюс 10. Нет, я хочу, чтобы вот эти ребята филологическое образование получали качественное. Дальше, он у меня в вузе закончил хорошо, на 4, 5, я глава, приглашаю их к себе. И говорю, я вам предлагаю, как носителей родного, качественного родного языка, в государственные структуры. Там вы уже будете представителями, носителями
государственного языка республики, но качественного. Вот где он не в школе должен, как государственный, он в школе как государственный, но на коммуникативной основе, понимаете, а родной на литературном, грамматической основе. И тогда, выйдя в окружающую среду, они уже у меня будут представителями государственного языка, но качественного языка республики. И я вам даю в СМИ, в государственных структурах, да, в этом самом, в культуре, в образовании и так далее, должности с хорошей заработной платой. Мне говорят, Ольга Ивановна, это сепаратизм. Почему им, значит, вот такие привилегии, а если я только носитель русского языка, у меня таких привилегий есть? Нет, я на это отвечаю. Они двуязычные или трехязычные, а вы одноязычные или двухязычные. Ради Бога, иди изучай другой язык, школа тебе дает эту возможность, пожалуйста. Если ты хочешь получить на филфак, даже на английский, если ты идешь, но плюс эти 10-15. Это стимулы, понимаете, мотивационные стимулы, которые нам позволят вот не массово, а вот отслеживать вот этих ребят, носителей, создавать условия, чтобы у них был качественный родной язык, да, и, соответственно, мотив есть и у родителей, и у ребят, что он получит хорошую работу у себя в своем субъекте, достойную, где ему интересно, где он получает соответствующую заработную плату. Поэтому я считаю, что здесь нет никакого сепаратизма, нет никакого ущемления. Есть возможность идти изучать другой язык, иди изучай в системе бесплатно. Английский ты идешь платить, это самое, родители с 4 лет тащат на английский, да, я тоже таскала, и платила. Вот. А здесь мотив государственный интерес. И интерес народа, и интерес государства. И нет конфликта никакого. А то начинают «хочу», «не хочу» и так далее и тому подобное. Вот. Так что, в общем, я считаю, что это самое, что законодательные нормы есть, а вот нужно федеральный стандарт переписывать, потому что там в законе сказано получение обучения на родном языке, да? А в стандарте, в федеральном стандарте 0. Декларация из Конституции одной строчки, из Конституции Российской Федерации, что имеешь право. И право-то я имею, а условия для реализации этого права обязан дать стандарт, а он ничего там не предусматривает. И я писала, говорила, без толку. Сейчас какие-то одну общую основную программу прописывают, но с языками пока тишина, молчат. Если общий там по физике, по математике одну какую-то программу можно прописать для всех школ, я это хорошо понимаю, да, по биологии, по химии, а по языкам как? Вот мы отрабатывали по 7 языковым группам общее внутри языка и что есть общее между этими языками и русским языком. И у нас учителя на расхват, потому что это учителю родного языка очень важно, и русского языка, который работает в субъекте с ребятами, изучающими родной язык. Тогда находится общее и выстраивается на семантике, на смыслах. Ребенок понимает, а не заучивает. Вот. Ну и мы проводили вот в конце того года, ну, во-первых, нужно сказать, что мы уже 16 лет проводили всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского языка. Да? У нас много учителей принимали участие. Я в том году Минпрос организовал конкурс учителей родного языка и утверждал, что это впервые. Но мы 17-16 лет проводим это на конкурсной основе. И все наши победители, меня это очень радовало, были там, на этом конкурсе, который проводил Минпрос Российской Федерации. Вот. И что я еще хотела сказать? Вот конкурс мы проводили,
ежегодно вот эти вот сравнительно-сопоставительные анализы осуществляли и учителям дарим, и они просто на расхват, потому что ясно, это помогает им лучше преподавать и родной язык, и русский язык. Вот. Ну и мы проводили в конце года такой семинар, совещание в Уфе, в Казани и в Чебоксарах. Вот. И прописали, соответственно, определенные рекомендации для того, чтобы повышать качество образования. По-моему, на сайте мы эти рекомендации разместили, кого это интересует, пожалуйста, прочитайте. Но очень важная вещь, чтобы вот эта вот проверочная, всероссийская проверочная работа, которую проводят в конце 4 класса, была не на русском языке, а на родном языке. Понятно почему, да? Вот. Так как учитель просто, рейтинги и так далее, и учитель понижает качество родного языка, а увеличивает, соответственно, делает доминанту на русский язык. Но я вам хочу сказать, что мы предлагаем модель. Начальная школа на родном языке, эта модель не наша, это Величук еще прописал в советское время. Среднее звено по диагонали, гуманитарные на родном, а все остальные предметы на русском. А старшее звено все на русском. И вот я эту модель в Северной Осетии Алании рассказываю 3 классу. Сидит малыш за первой партой, такой, значит, слушает, а потом, да, но вы знаете, мы же тогда отстанем по русскому языку, если будем... у меня был вопрос, хотите ли вы учиться в начальной школе с 1 по 4 класс на родном языке. 70% ребят подняли руку, что они хотят. Вот. Да, но мы же потом отстанем по русскому языку. Опять сидит, думает. Да нет, мы же потом догоним с таким жестом. Вот. И я вам хочу сказать, что и русский язык там нужно совершенно для этой школы совершенно по-другому выстраивать. Понимаете? Тогда они и по-русскому не будут отставать. Вот на этом сравнительно-сопоставительном анализе с культурно-логической составляющей, вот, это серьезнейшая работа. Лучший учебник в советское время для вот этих школ был отработан вот именно на сравнительно-сопоставительном анализе Эгба Назир Бигмурзович. До сих пор на всем Кавказе говорят, что это лучший учебник, родители, когда я разговариваю, что это лучший учебник, понятный, ясный, и русский язык они хорошо знают. Но сняли, к сожалению. Русский язык. Надо изменить преподавание русского языка. А я сказала, и методику, и содержание. Я имею в виду вообще для всех даже школ. С этим фонетическим разбором целая проблема уже. Я согласна с вами, если говорить вообще в целом о русском языке. Но я хочу сказать, что скромно о себе скажу, я потратила 10 лет, я с 2005 года писала о том, что русский язык в качестве родного должен быть в школе не только как государственный, но и как родной. Понимаете? И что мы с Сафар Алиевым, эту модель я ему проговорила, он сразу же ухватил. И этот учебник должен был быть моделью для всех учебников по родным языкам. А как там нужно было выстраивать? Просто, понимаете, дураку понятно, извините за эту фразу, что родной язык направлен на формирование этнической идентичности. Другого быть не может, да? И когда стали в 90-е годы это отрабатывать, то там кое-какие изгибы пошли очень серьезные. Вот. Так вот что, на мой взгляд, и это я везде говорю, вот тема, да, в русском языке или в родном языке. Вот вы раскрываете тему. Понятно, что там на лингвокультурологической составляющей, но углубленной лингвокультурологической составляющей, в отличие от государственных, да, я понимаю. У Артеменки этот микрофон из рук не вырвешь. Ну просто это важно, потому что многие этого не знают. Вот говорят, не знаю, а мы в этом 30 лет крутимся и уже столько шишек набили. И вот смотрите, вот вы на углубленной лингвокультурологической составляющей.
А два последних урока вы показываете, как эта культура, как этот язык обогащался, взаимосвязан с русской культурой, понимаете, с русским языком. Тогда нас не обвинят в сепаратизме. Я вот формирую этническое, и на базе этого этнического самосознания я потом формирую общероссийское гражданское. И это очень непростая вещь в содержательном и в методическом плане. Но этим нужно заниматься, понимаете, нужно. Тогда мы сохраним и этническую идентичность, безусловно, родной язык, родную культуру, язык как транслятор этой культуры. Вот. И в то же время вот мы будем все-таки в какой-то степени общероссийское гражданское. Какой большой недостаток. Вот все связано с языком, в культуру перебросили. Язык как нематериальная ценность культуры. И вот туда деньги вбухивают, это хорошо, это эмоциональный компонент. Поплясали, потанцули, костюмы посмотрели, все это замечательно, хорошо. Это эмоциональная составляющая, которая определяется объективной средой. Я ушла из этой среды, и все это этническое у меня ушло вглубь с доминанты, да? А образование – это системная работа, системное знание языка, культуры. И это не просто эмоция, а это все-таки знание. Это все, смолкает. Спасибо, Ольга, вам, да. Актуальный вопрос для вас. Да.